Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Аминь. И я Аллах, дертіне шипа, иманыма нұр, хебатыма қуат, бере көріңізші. Аузу биллахи миннаш шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. И я Аллах, дертіне шипа, иманыма нұр, хебатыма қуат, бере көріңізші. Аузу биллахи миннаш шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Аминь. Я Лейла. Мне 14 лет. Я родилась в ауле Дигелен, Семипалатинской области. Когда мне было 5 лет, умер папа, потом мама. И тогда меня удочерила тетя Катера, младшая сестра папы.
Никчемный человек. Ни богу, ни людям не нужен со своей палочкой. Попробуй отбери. Да без палочки он нуль. Здравствуйте. Куда? Как дела, дядь Нишан? Вот так. Здравствуйте, бабушка Агирим. Здравствуй, Лейла. Ты не забываешь ходить на кладбище и молиться за своих родителей? Да. Пусть земля им будет пухом. Значит, Кумара завтра в армию забирают? А что, ты тоже хотел провожать? Конечно. Армия — это хорошо. Помощь, мадам Галифе. Исаак. Здравствуйте, мадам Баттерфляй. Здравствуй, Голь, блядь. Мысленно снимаю шляпу перед такой красотой. Афродита. Уйди, бесстыжий. Венера. Слушай, Голь, блядь, когда ты поменяешь свою фамилию, а? И вообще заткни эту свою треклятую музыку, а то скоро весь аул с ума сойдет, как ты. Во-первых, я вас, тупоголовых, уму-разуму просвещаю. Давай. А во-вторых, я прошу не путать мою фамилию. Я не Гольд, А? Я Исаак Иосифович Голд-Лад. Голд-Лад. Золотой карающий меч Господний. Ой, полжрамаши. Это на вашем долбаном казенном языке. Пошел вон отсюда. Эй, все равно поменяй фамилию. Эй, Тумар, сколько раз тебе говорить? Одевайся, как я, и никто не будет приставать. Не говори глупости. Надоело. Ой, опять едут эти военные. Надоели. Капитан! Слушай, товарищ полковник. А что это там со здорванки ангелочки висят, а? Где? Вон. Сейчас. Давай, разговор. Женщина в штанах! Ну-ка, слазь! Ефрейтор Кособеков, ко мне! Слушай, товарищ капитан. Быстро иди, снять. Есть.
Эй, слазь немедленно. Не слезу. Слышишь, начальство приказывает. Подумаешь, начальство. Хочу слезу, хочу не слезу. Отстань. Товарищ капитан, они не хотят слезать. И она, какие-то странные вообще. Ну, значит, не хотят. Товарищ капитан, ой, ты чего? Вы что, оглохли? Я вам по-казахски говорю. Опасно. Садитесь в машины. Капитан, кого ты держишь эфрейтора? Его надо срочно проверить. Ой, ж пидорас какой, а? Иди на подмогу. А ну, слазь от этого. Слазь, я сказал. Твою математика. Слазь сейчас же, кому говорят? Я что с вами? Возиться тут буду. Слазь немедленно. Нет, сколько можно приезжать? Слазь! Сесенка! Сесенка! Ай, Тумар! Ты слышишь, Тумар? Говорят, опять будут раздавать колбасу и консервы. Эй, бабы, прихватите для нас. Да побольше, особенно колбасы. Ханасым, сестренка! Да не будь дура! Дети, ну-ка озовись! Ты знаешь, здесь опасно оставаться, Джаном! Какая ты красивая, а? Как тебя звать-то? Лейла. Лейла? Лейла. Красивое имя, Лейла. Лейла. Ладно, я пошел, Лейла. Иди. Чего упирают? Завтра же обратно привезут. Да еще с колбасой. Люди, не позорьте себя. Не слушайте их. Они обращаются с нами, как со скотом. Даже бараны перед смертью взбрыкивают, а вы молчите. Где ваша гордость? Уходите в степь. Где моя палка? Отдайте палку, говорят. Отдайте палку. Будьте вы прокляты. На тебе палку, подавись. Будьте вы прокляты. Конечно. Жоғалдар.
Придурок. Я знаю, что ты здесь. Мама, я проголодался. Ты где был, моя солнышко? Я все ноги исходила, тебя искала. Я прятался в камнях, возле родника в горах. А почему на этот раз так скоро отпустили? Я ждал вас через неделю, как обычно. На ключ.
Консервы и хлеб на подоконнике. Поешь. Консервы? Консервы? Ура! А колбасу не дали? Видать, колбаса у них уже кончилась. Привыкай к консервам. Ну, какие жадные. Эй, Зауреш, хороший у тебя сын. Надо бы его женить. Кто пойдет за него безногого? Зачем так говорить? Разве это главное? Главное, золотник цел? Слава богу, золотник цел. Тогда в чем дело? Надо искать. Была бы нитка, бусинка найдется. Где ее найдешь, эту бусинку? Что-что? Я говорю, где найдешь такую девку? Зачем далеко ходить? Вот она, сам Бог послал. Здравствуйте, тетя Зауреш. Здравствуй, доченька. Здравствуйте, тетя Тумар. Здравствуй, здравствуй. Эй, Зауреш, руки у нее золотые, заботливые. Лучше невесты и не сыскать. Зауреш, глянь. Каждый день разные девки. Интересно, куда он их возит? Молодежь, как дела? Мы за хлебом поехали. Молодец. О, явилась, не запылилась. Что молчишь? Как раз нам не хватало, чтоб тебя еще глухонемой прозвали. Ему еще куда не шло, а вот глухой... Ты где шлялась? Интересно, шлялась. Хочу шляюсь, хочу не шляюсь. Я ведь тоже человек. О, новость. Еще один человек сыскался. Ну ты, человек, пойди-ка поставь-ка самовар. А то что-то голова разболелась от всех этих лекарств, которыми нас там напичкали с утра эти военные. Попьем чайку, сходим в баньку, а потом поедем в караул. Попируем. Там сегодня свадьба. Никуда я сегодня не поеду. Тебе надо? Ты езжай, а я не поеду. Огрызается еще. Человек. Глазища-то.
Жеребеночек мой, чему ты радуешься? Отойди, мама. Лучше поешь. Не мешай, говорю. Что с тобой, сынок? Жениться пора. Шалопай, кто за тебя пойдет? Лейла пойдет. Лейла? Она знает. Ты хоть ее спросил? Разве отец мой спрашивал тебя? Нет. Тогда в чем дело? Вот засранец. Пойми ты, у меня с ней шурум-бурум любви нету. Она для меня просто дальняя родственница. Но ты перед ней изгалялся, как обезьяна последняя. Я просто ее жалею. В конце концов, ты же видела, она же блаженная, хромая. Да перестань ты хрустеть этим яблоком. Гадость какая. Ты хочешь меня обмануть? Утешить, да? Вот дуреха. Дуреха есть дуреха. Ну, ты же не ребенок. Я завтра в армию ухожу надолго. Убери. Убери руку. Ну что ты, ну что ты? Ты опять за свою. Мне же нельзя сейчас. То самое. Я понимаю все, понимаю. Что ты? Подожди. Пошли. Пошли домой, Гольдланд. Вот ты единственный человек в мире, который очень правильно и грамотно произносит мою фамилию. Вот поэтому я женился на тебе. Пошли. Пошли. Здравствуй, доченька. Добрый вечер, Стиса. Какая девка попадает, а? И куда смотрят эти молодые орлы? Степные. Лейлушка! Доченька! Опять набралась? Как тебе не стыдно, мама? Ой, как ты сказала? Повтори, а? Уже не повторю. Да еще такую туфлю испортила. Как так можно? Дрянь, девка. Джамокс. Ты бы лучше замуж вышла, что ли? Вообще. Издеваешься? Кому я нужна тут? Шофер-баба. Ой, вообще, такая тяжелая, да еще и пьет. Возня одна с тобой. Вообще, не понимаю. Ну, один-то раз можно? А? Ты договорила 9 мая, 7 ноября, 1 сентября, 1 мая. Вообще. Я больше не буду. Угу. Никто замуж. Ну, отстань от меня! Ну, достала! Ты как? Ты же мне единственная на всем белом свете. Слышишь? Слышу. Ты тоже у меня одна. Да. Да. Мы ведь с тобой всегда будем вместе. Да. Мы будем. Вкусненькая такая. Ну, отстань от меня, пошли домой. Я больше пить не буду. Я тебе это торжественно обещаю. Ах, Самара, городок, Беспокойная, беспокойная, успокой ты меня. Мороженое хочешь? Хочу.
Ну где я тебе возьму мороженое в 2 часа ночи? Пошли. Пошли, пошли. Ах, Самара, городок, беспокойная, беспокойная, успокой ты меня. Лилушка, ты спишь? Я сон сегодня видела. В воде купалась. Это плохо. Будь осторожна, можешь заболеть. А вокруг меня плыли большие пиалы. Это богатство. А в них горящие свечки. Свечки? Про свечки ничего не знаю. Может, это хорошо, может, плохо. А вообще лучше обойтись без всяких снов. Давай, выводи скот на выпас. Больно? Кость у тебя тяжелая. И глаз у тебя дурной. Зачем бить, если больно? Я тебя просила? Ты смотри, будь осторожна со своими глазами. А то ненароком сглазишь кого-нибудь, людей или скот. А кобыс вообще не трогай. Это твоего прадеда кубыс. А я не трогаю. И не трогай. И не трогаю. И не вздумай трогать. Чего опять бормочешь? О, снова начинается. Ничего не начинается. Это парней в армию увозят. Кумар, ты сразу напиши, ладно? Я тебе конверты положила. Если не напишешь, я не знаю, что с тобой сделаешь. Ты так и не сказал, напишешь или нет? Кумар! Кумар, я тебя буду ждать, Кумар! Лейла, Лейла, бедная красавица. Твой Меджнум напился, в луже он валяется. Опять ты? Здравствуй.
Ты что-нибудь потерял? Да? Нет. Я мимо проходил. Ну, тогда и проезжай мимо. Спасибо. Да. Ну, ладно. Чайковский. Сентиментальный вальс. Ух ты какой! Холосенький. Умненький. Подожди. Глаза как зеркальца. Ну ладно. Поскакали. Галопом. К маме. Да ты что упрямишься, дурачок? Мама ждет тебя. Быстрее. О. Ой, лаптор сам голодание. Это колдунья. Сгинь. Давай подальше, если читай. Ах ты, подлец, развратник. Размечтался.
На, лучше глотни. Вдруг посетят твою дурную башку светлые мысли. Только не увлекайся. Эй, стойте. Разве предки ваши завещали водку пить? Чего кричите? Вот вам тоже осталось. Эй, товарищи, как доехать до Дагелена? Налево? Направо? Или прямо ехать? Сначала прямо, потом направо, а потом налево. Тут везде Дагелен. Спасибо, уважаемые. Ты не разгоняйся. Мы остановимся у тех зеленых ворот, справа. Подойдет наш человек. Мне надо с ним поговорить кое о чем. А ты сиди и молчи. Я поговорю, потом, не торопясь, поедем дальше. Вот и он, родимый. Я вас приветствую, Аксакал. Какие новости, дружище? Что слышно? Пока тишина, но я помню вашу инструкцию. Как ведут себя эти двое? О чем говорят? Диссиденты? Да ни о чем. Весь день только и говорят. Шах и мат, шах и мат. Шах и мат, говорит. Так точно, товарищ полковник. Вот тебе шах, вот тебе и мат. Всевышний, ты принял моих родителей. Согрей их душу теплом и вниманием. На земле им жилось хорошо и дружно. Позаботься, чтобы в Поднебесье они были счастливы. Аминь. Лейла, доченька, иди-ка сюда. Помоги. Вот так. Вот так. Приблизительно градусов на 45. Вот так. Дядя Са, а почему именно на 45 градусов? При таком наклоне душа человека легче взлетает. Чтоб вечной быть. Понимаешь? Дядя Са, и вы собираетесь ставить эти лестницы над всеми могилами? Всем надо помогать. Но почему-то твои сородичи против. Я только бесхозным душам помогаю. Вот посмотри, сколько их. Посчитай. Много. Сколько вам еще придется потрудиться? Я и твоим родителям хотел помочь. Но твоя тетка такую истерику закатила. Это не по-нашему, это не по-вашему. Чудная такая. Гаишник проклятый. Работают все радиостанции Советского Союза. 12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту.
Пилотом-космонавтом космического корабля является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик-майор Гагарин Юрий Алексеевич. Если я скоропостижно копытца откину, поставь, пожалуйста, такую лестницу на мою могилу. Дядя Са, ну что вы все про могилы, да про могилы. С юных лет в нем воплотилась вся его любовь и вера. Приводила душу в трепет слово Джерузалем. А? Так-то. Джерузалем, Джерузалем. Дядя Са, а что если так, ну это вдруг случится? Я раньше вас умру. Вы поставите мне такую лесенку на могилу? Типун тебе на язык. Это нам, старикам, умирать. А вам, молодым, жить. И запомни, доченька, никогда в суе имя смерть не упоминай. А теперь иди. С Богом. С Богом. Атлантиду потеряли? Потеряли. Вавилон своими руками разрушили. А теперь все хором за Джерузалем взялись. Ну что им надо? Ну чего они хотят? Ведь в Иерусалиме всем места хватит. Всем. Доченька! Доченька! В Иерусалиме всем места хватит. Всем! Кого я вижу? Красавица Лейла к нам пожаловала, да? Дядя Са, а что это за аул под радугой? Аул, говоришь? Стыдно, доченька. Это и есть тот самый Джерузалем. Самый светлый город мира. Радужный город. Дядя Са, я все хотела вас спросить, почему вы как-то странно говорите? А как я должен говорить? У нас все грузины так разговаривают. Из каких это пор вы стали грузином? Давно. До Бухары я жил в Грузии. А там живут одни грузины. Особенно в Кутаиси. Эх, Кутаиси. Самый красивый город. После Иерусалима, естественно. Даже Гитлер, сволочь, его не бомбил. Так это все ему понравилось. Кто эта девочка с ребенком? Дядя Са. А это Бенуа. Бенуа? Ой, какая она красивая. А что, она ваша родственница? Да. В 37-м расстреляли. Изя, иди домой! Доченька, заткни уши. Я сейчас не поговорю. Аспазия! Я здесь! Куры не кормлены! Ты сдохла со своими курами. И что ты раз... Тоже мне стахановец. Только и знает, 5-летний план, 7-летний план. А толку, как с козла молока. Другие вон ордена получают. Эй, Гульджамал, здравствуй. Ты потерпи немного. Вернусь и все расскажу. Что по этим китменям да по твоей голове? Здравствуйте. Здравствуйте. Дай помогу. Не надо, я сам. Ах, ненаглядный ты мой же ребеночек. Солнышко мое, Богом ты данный мне.
Дал же Бог твоему сыну талант. И куда только смотрят эти девки-стрекозочки. Ай, что там говорить. Вот, Хатираш, тебе. Шей себе платье. Боже мой, время-то как летит. Да, время не стоит. Время, что сайгак от волка удирающий. Только вчера бегала, замызганная, сопливая. Смотрю, не узнать. Вымахала. Во, не девка, а загляденье. Я про твою Лялюшку, Хатираш. А теперь смотри на моего сына. Ну, чем они не пара с Лялюшкой, а? Да, парень, что надо. Что, а? Ты только не обижайся. А с ногами-то как быть, Зориш? Ноги? При чем тут ноги? Ляля твоя такая, можно подумать, спортсмен-бегуня. Мой сын, между прочим, не на танцы явился пригласить твою Лялюшку. Зато золотник цел и невредим. Самое главное. И нас с тобой, родители, не ногами заделывали, а? Дай шпичку. Да иди ты, Зориш. Не в этом дело. Как раз в этом дело. Дело в том, что у нее уже есть парень. Парень? Умар? Кривой перезаткин сын? Не смеши, пожалуйста. Он же уже тю-тю в армию. Зачем солдатику жена? Думаешь, он вернется после армии в эту дыру? А если вернется, вон сколько вокруг бегает, мается. Нормальных, смазливых стерв. Вертогорсток. Подружка моя. У Лилушки моей, я тебе доложу, характер не сахар. Это хорошо, я сладких не люблю. Перемелиться мука будет. Это не девочка. Это просто беда. Смерть. Наглухо закрытый сундук. Это же хорошо на меня похоже. Я так их люблю.
Нет, ты не понимаешь. Это не девка. Это Роза Люксембург какая-то. Я перевоспитаю? Ничего, я так перевоспитаю, ты сама не узнаешь. Ой, Зориш, не знаю. Только скажи. Да. И мы с тобой сроднимся, хорошо? Да, жалко мне будет тебя, Зориш. Очень жалко. Ай, Катира. Ой. Ай, прекрасно играешь. 1000 лет тебе. Давай, я тебе чайку горяченького налью. Нет, спасибо. Я все. Я сейчас вернусь. Лейла. Это я, Долга. Я знаю, ты здесь. Ну, ты можешь мне не отвечать, но я буду говорить. Ну, ты внимательно слушай, ладно? Ну, ты сама знаешь. Ты мне... Ну, одним словом, я тебе очень-очень прошу. Лейла, как-то так получается, когда ты идешь. И потом, я хочу сказать, ты не обращай внимания на мою маму. Я ей говорил. Ну, ты же знаешь ее, она хочет только хорошего. Ты пойми ее. Ты не гони меня, пожалуйста. Ну, иногда я буду приходить на родник к тебе. Ладно? Ну, я пойду. А? Ага. А ты что? Вчера не пришла к роднику. А я ждал. Потом пошел такой дождь. И радуга была. Жаль, конечно, тебя там не было. А я-то думал, что ты там. Ну, ничего. Ты же придешь? А? Придешь? А? Ну, и я пошел. Ты куда? А пойду посмотрю, как там мой грузовичок Захарушка. Кормилец мой. На месте, на месте. Давно пора на свалку. Кому нужна такая рухлядь? Рухлядь? Это ты, рухлядь, вместе со своим коллегой сыном, поняла? Сама дура. Можно подумать, у твоей Лилушки это донышко золотое. Да, золотое донышко у нас завидно, да? А ты сама знаешь, кто ты? Нет, ты знаешь, кто ты такая? Ты не женщина, ты мужик, баба в галифе, вот ты кто. Понятно? Зато я для тебя с твоим муженьком гуляла. Он-то меня любил, а тебя где-то откопали, не знаю, где откопали. Чего? Мы не только целовались, иногда бывало это. Ты с моим Беком. Дошло все-таки. 4 раза? Нет, я просто забыла. После кино господин 422. Аж 5 раз? Ах, ты козел!
Эй, осторожно. Катенька, нельзя так говорить о мертвых. О мертвых надо всегда говорить только хорошие. Это ты мне говоришь, да? Вот Бахар, гуляща, а? Ишь, расселась тут, столько лет скрывала. Ты шпионка, проститутка. Вот ты кто, Матахари. А ну, а давай. ты, это, Долос Вигарури. Никуда я не пойду. Дура, что ли? Что за шум? А драки нет? Папаньки, вам помочь? Давно не дрались, а? Что случилось? Не знаю. Приветствуем. Он завел семью. Печально. Слушай, Дури, а фильм «Господин 420» нам только в 51-м году показывали. А мой-то бег с войны не вернулся. От него тем более Ты почему со мной всегда по-русски разговариваешь? Да ты ж первая начала. от ней так много золотых. Эй, Ленушка, иди к нам. Иди, не стесняйся. Доченька. А я люблю женатого. Поверь, как много красоты. А я люблю женатого. По ней так много холостых. А я люблю. Эй, Алпамыс, богатырь, отдыхаем. Угости-ка меня табачком. Ох, и крепкий же табачок. Как жизнь, Койшики. Жив-здоров? Спасибо, с Божьей помощью. До свидания. Ну как дела, Мария? Нормально? Нормально. Слыхала, соседка, пенсию привезли. Пенсия? Хорошо, я тоже поеду. Поезжай, успеешь. Здравствуйте, бабушка Эгерим. Ой, солнышко мое, как хорошо, что ты пришла. Алпамыс, дай мне тоже табачок. Ага. Крепкий табачок. Присмотри за ней. Какой вкусный табачок. Я тебе доверяю. Мне надо в район съездить. За пенсией. Вот, молоко для него. Родители совсем никудышные. Отец бродяга. Все не сидится ему дома. И мать тоже не лучше. Что ли там в этом городе нашли хорошего? Про ребенка. И не думают. Вот возьму и сдам его в детдом. Может, тогда одумается. Жүгір! Теп! Саматқа таста, саматқа! Алдан! Жүгір, пас бер, пас! Эй, байғанда! Эй, Зореш, ты что, не видишь? Они же убивают твоего сына. Что? Убивают, говорю. Вот паршивец. Что ты делаешь? Тебе только в футбол осталось играть. Ты же умрешь. Так тебе и надо. Иди, говорю, домой. Не мешай, мать. Алдауға болмайды ғой. О, Господи, я же предупреждала. Я же знала, чем это кончится. Ну что за дети? Хулиганы.
Управы на вас нет. Вон отсюда. Ох ты, дылда. С малышней в мячик играешь. А еще жену требуешь. Жену ему подавай. Хватит, мама. Заткнись. Заткнулся. Хущенды! Молчи! Ну молчу же! Ой, Вань. Ой, мой. Я же говорила, что он молодец. Опять с новой. И опять не здоровается, чтоб тебе пусто было. Да ладно. Ты лучше расскажи, как сватовство прошло. Сватовство? Дориш, я спрашиваю, о чем вы с Катерой договорились? Зачем тебе знать? Давай лучше споем. Давай споем. Эй, Тумар, что-то погода портится. Может, на сегодня хватит? Ой, мама. Спасите, умираю. Спасите. Зауреш, помоги. Я умру. О, бедная Тумар. Как я тебе помогу? Добрый день, Исаак! Здравствуй. Какие новости? Пока тишина! Доннерветер. Странно все-таки, странно, доченька. Вот нас, евреев, по-моему, то обидного мало. Но мы везде. А вас много, и нигде не видно. Ну что еще человеку нужно, а? Как ты думаешь, доченька? Ему нужен дом, хорошие соседи. Но остальное же все у нас есть. Посмотри, доченька, красота-то какая. Под нами земля, а над головой небо. И человек вот поет. Загадать. Хорошо поет. Ты послушай, доченька, послушай. Вот придурок. Тоже мне
Робертино Лоретти. Ой. Нет, доченька, он не придурок. Он самый счастливый человек. Пришла пора любви, и он поет. Кстати, как я пел в его годы. Да? Серце красавицы склонно к измене и к перемене, как ветер. Кстати, у меня был драматический тенор. Да. Женщины все валялись у моих ног. Все. И тетя Аспазия? Тетя Аспазия. Аспазия рыдала. С юных лет в нем воплотилась вся его любовь и вера. Приводила в душу в трепет слово Иерусалим. Осторожно, доченька. В остальном, товарищ капитан, у нас полный порядок. Ладно, ладно, давай веди, посмотрим, что за... Сейчас мы ее найдем. Не волнуйтесь. Сюда, что ли? Эй, где твоя дочь? Лейла, что ли? Она что-нибудь натворила? Еще этого не хватало. Вот товарищи приехали из города. Хотят ее увезти в центр. Здравствуйте. Для обследования. И не надоело вам нас обследовать? Я не знаю. Сколько им нужно, столько будут обследовать. Так, где ваша дочка? Гуляет где-то, наверное. Тебе надо? Ты ищи. А мне некогда. Я пошла грузовик чинить. Ну ты подай. Вы его сбоку скатывай. Товарищ капитан, найдем. Не поеду! Быстрее! Ну, веди ее. Отпусти, кому говорят! Кумар! Жарко какая. Ляля. Да не бойся, давай иди. Отпусти! А я Не трогайте меня! Сиди, Нет! Капитан, он, видишь? Да это же сайгаки! Их тут навалом! Они тут стадами бегают! Так, отлично, жаркой моим ребяткам будешь. Стреляй, ядрит твою мать, Матька! Чего глаза вылупил? А ну быстро, стреляй! Ну! Да ты что машешь-то? Точнее давай! Ах ты, мазила! Что это такое? Еще давай! Ай, рассыпались! Выше! Да, ну выше! Кумар! Не надо! Ты что, сводись! А ты верни сюда! Говорят, Слушай, товарищ капитан! Не надо! Перестаньте! Перестаньте!
Что сидите? Ядрить твою математика! Слушай. И стрелять ничего не можете! Посмотри, что там? Ну? Есть. Дедушка, автобус приехал. Собирайся. Ты не забыл мальчику сладости купить? Хорошо, что напомнила. Сейчас сбегаю в магазин. Ты иди. Алпамыс? Алпамыс. Алпамыс? Алпамыс. Алпамыс. Иди ко мне. Иди. Солнышко мое. Душа моя. Иди ко мне. Ты не скучал по мне? Вспоминал меня? Вспоминал меня? Алпамыс. Письку дать пососать? Не хочешь? Алпамыс! Алпамыс, иди ко мне. Иди к папе. Иди к папе. Что с ним? Совсем одичал. В Маугли превратился, что ли? Иди ко мне. Ну ты что с тобой? Это ты во всем виноват. Ты и есть дикарь. Что со всеми происходит? Ты, жена, не волнуйся. Бог даст. Наш сын, глядишь, молвой станет. Везут прямо голова кругом. Где их размещать? Ну что ж, надо уплотнять. Совсем места хватит. Здравствуйте. Здрасте. Как жизнь, красавицы? И не стыдно болеть? Мы не болеем, отпустите нас. Кричите, как на базаре. Вы что? Тихо. Тихо. Пожалуйста. Ну-ка, прекрати. Санитара вызвать? У нее все в порядке? Она же настоящая дикарка. При чем тут дикарка?
Да вы же еще ничего не знаете. Эта дикарка уже на 3-м месяце беременности. Зачем вы, девочки, красивых любите? Непостоянная у них любовь. Но у меня шматка опустилась. Ты чё, пацана? Это же женская сральня. Я? Я не пацан! Ой. Ласточка моя. Солнышко мое.
дядя Гера. Уезжаете, дядя Гера? Да. И куда вы едете? Да вот, уезжаем в Германию. В Германию? А зачем? Кто вас отсюда выгоняет? Никто. Разрешение получили. А по-человечески нельзя было? Днем. Попрощались бы. Сколько лет бок о бок жили? Если бы я ваши родные лица посмотрел, я бы ни за что не уехал. Ну, как хотите. Прощайте. До свидания, дядя Гера! До свидания! Зачем ворота ломаете? Это же дом Геральда. А тебе-то что? Хочешь из этого дома музей сделать? Немец уехал. Думаешь, он вернется? Вон отсюда. Сама вон. Бабы, чего раскричались? Весь аул разбудите. Я не дам устраивать беспорядки. Не трогайте дом. Это дом Геральда. А ты, сексот, сейчас получишь за все. Всякий стыд потеряли. В чужой дом врываются. Ты молчишь? Молчи, молчи. Молчанку проглотила, что ли? Ну-ка, одень платок. Опозорила весь наш род. И с каким лицом ты только ходишь тут? Я бы на твоем месте давно провалилась сквозь землю. Ты хоть знаешь, что весь аул вслед тебе плюется? Ну скажи хоть что-нибудь. Простите, бабушка Агирим. Прости, Телпомыс, добрый малышонок. Я не успела попрощаться с вами. Пусть земля вам будет пухом. Аминь. Дорогая, дорогого, дорогие оба. Дорогая, дорогого, довела до гроба. Ну-ка, черти, марш по домам. Чтоб духу вашего здесь не было. Нашли над кем издеваться. Вот из таких, как вы, получаются такие мужья, что жить не хочется. Бездельники. Нит как бегут. Вот уж 7 дней, как моего Исаака нет со мной. Спаси и сохрани, Пресвятая Дева Мария. Процелезник. Мне ведь то же самое сперва говорили. Какой он бруцелезник? Это он-то бруцелезник? Вон Рахим и те другие, по их диагнозу, тоже бруцелезники. А я смеялась. Что за напасть такая? Хуже холера сжигает нас. Ты знаешь, что он мне сказал перед смертью? Это святой Моисей 40 лет водил нас за нос по пустыне. Оставил подыхать тут.
Пусть старый месяц, уходя, благословит, а молодой месяц одухотворит нас. О Создатель, ниспошли нам покой и доброту, благополучие и любовь между нами. Аминь. Эй, ой. Тихо. Тихо, сестренка. Все будет хорошо. Тихо, тихо. Тихо. Тихо, тихо. Все будет хорошо. Я тебе термос куплю. Я тебе велосипед куплю. Ой, ой, я тебе это новый туфли куплю. Класс такой. Ой, класс такой. Прочь. Прочь отсюда. Убью. Убью. Да что ты? Что ты? Убью. Тоже захотел я. Пожалуйста, пожалуйста. Сгинь, собака. Пожалуйста. Убью. Если кому-нибудь расскажешь, разорву. Все кишки вырву. Успокойся, успокойся. Придурок безногий. А ты чего расселась? Иди домой. Что ты делаешь, а? Вот дура! Ну что ты делаешь, а? Дура! Сумасшедшая! Ляля! Ляля, что с тобой, а? Ляля! Подними, пожалуйста, голову! Ляля, что с тобой? Не умирай, пожалуйста, Лейля! Не умирай, пожалуйста! Открой глаза! Лейля! Открой, пожалуйста, глаза! Лейля, что с тобой? Лейля! Лейля! Дурак! Что ты здесь делаешь? Придурок! Недоносок! Да что ты делаешь? Кто просил тебя спасать меня? Ну ладно, я приду! Кто просил? Ошибка! Ошибка! Знаешь, кто ты? Ты знаешь, кто? Ты ошибка природы! Вот кто ты! Что ты сказала? Ты понял? Ну успокойся ты! День с глаз моих! Знаешь, я повторю, кто ты! Повторить! И это знаешь! И ты сам это знаешь, кто ты! Ты ошибка природы! Вот кто ты! Я ошибка природы? Да! Да! Ты! Ты! Тьфу!
Смотри. Это, кажется, наши немцы. Неужели они вернулись? Я же говорил, что они вернутся. Подойдем, поздороваемся. Привет, красавица! Ассаламу алейкум! Харальд! Харальд! Ты ли это, Харальд? Ну, конечно, я. Точно ты! Харальд! Похудел! Как дела? Спасибо, неплохо. Как там в Германии? Хорошо. А почему вернулся? Потом расскажу. Потом расскажешь, потом расскажешь. Ай-яй-яй, опять гуляешь? Гуляем, гуляем. Ну вот, я и дома. Ну, что сидим? Давай, вставайте. Вставайте, давай, комнату. Да, Гарик, давай чемодан свой. Опа! Молодец, что вернулся. Выхожу на улицу, а тебя нет. Тихо, Германия. Немцы другие. Как дела? И как мы только здесь. Дом не продали. Нет? Продали. Флягу украли. Так что все нормально. Молодец, что вернулся. Да, Гарик, молодец. А мы не хватает тебе. Потом гуляем. Вот мы гулял, собираем. Как вечером? Пойдем. Молодец, Гарик. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it
tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep. Don't give a fuck, can't stop. Unplug, feeling overwhelmed. I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy. Gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. Salşay barmala Osetek boran bel Olay sora koңыр жел Елдің көркі ақ тоты бір баласын қай дұшпан көзі қиып жамандайды оңай-ай ән салшай бір бала мекеніңді қарағым